Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып «Сен күртеше киесің бе?» Наденешь ли ты куртку? Бүгінгі сабақта, сегодня на уроке, вы ознакомитесь с видами одежды. Научитесь читать и задавать вопросы, отвечать на них по рисункам. И, конечно, повторите притяжательную форму окончания. Жаңа сөздер. Балалар, мына суретте не бейнеленген? Бұл головной убор, бас киім. Мына суретте күртеше, куртка. Мына суретте свитер или по-другому джемпер. Қазақша жемпір. Похожее слово, да? Джемпер, жемпір. Мына суретте етік, сапоги. Мына қызыл пәлте, пальто, пәлте. Это юбка, белдемше. Мынау мойын орағыш. Ребята, обратите внимание, что это слово образовано из двух слов. Первое слово мойын, шея. Второе орау, орағыш, обвертывать. Мойын орағыш, шарф. Мына суретте какое действие совершает ребенок? Правильно, он надевает куртку. Киемін, я надену. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар және жаттап алыңдар. Оқылым 20 бет, бірінші тапсырма. Балалар, біз мына сұрақтарға жауап беруіміз керек. Жауап беру, ответить. Мен не киемін? Что я надену? Мен киемін. Мін окончание первого лица, так как местоимение мен тоже первого лица. Сен не киесің? Окончание второго лица сің, так как местоимение тоже второго лица. Ол не киеді? Окончание «д» третьего лица, так как местоимение «ол» является местоимением третьего лица. Енді тапсырма, задание. Ответить, назвать одежду, киетін зат, предмет, который наденем, то есть одежду, и түсі. Ребята, түсі мы проходили. Слово түсі. Цвет. Назвать одежду и его цвет. Мысалы, мен не киемін? Мен қызыл бас киім, ақ жейде, көк күртеше, қара шалбар, қоңыр бәтеңке киемін. Киемін. Окончание первого лица, так как местоимение первого лица. Жақсы, балалар. Это был образец. Дальше работаем сами. Сен не киесің? Киесің. Окончание второго лица, так как местоимение второго лица. Ол не киеді? Ол киеді. Жақсы, балалар. Бас киім. Головной убор. Я надеюсь, что у вас все правильно получилось. Барлығы дұрыс деп ойлаймын, думаю, так как вы знаете и все цвета, и все эти предметы, то есть одежду. Жақсы, балалар, келесі тапсырма. Тыңдалым.
20 бет. Тыңда, қайтала, оқы. Тыңдаймыз мұқият, мен оқимын. Күн суық. День холодный. Или днем холодно. Мен далада ойнаймын. Ойнаймын, я играю. Бас киім киемін. Пәлте киемін. Етік киемін. Әлібек далада ойнайды. Ол бас киім киеді. Күртеше киеді. Шалбар киеді. Бәтеңке киеді. Ол ауырмайды. Он не болеет. Оның киімі қалың. Его одежда теплая. Ребята, слово «қалың» переводится «толстая». Но когда мы говорим про одежду, мы не говорим «толстая одежда», мы говорим «теплая одежда». А на казахском языке это будет звучать «қалың киім», «теплая одежда». Жақсы балалар, мәтінді оқып шығыңдар, прочитайте. Түсінуге тырысыңдар. Постарайтесь понять без перевода. Жақсы. Келесі тапсырма. Есте сақта. Запомни. Ребята, посмотрите, что за окончание. Давайте вспомним. Правильно, совершенно верно. Это окончание притяжательной формы. То есть тәуелдік жалғау. Повторите. Тәуелдік жалғау. Жақсы. Ребята, посмотрите. Жіңішке дауысты дыбыстар. И в русском языке у вас цвет зеленый означает, что он указывает на мягкость звука. Синий цвет указывает на твердость звука. И в казахском языке есть мягкие звуки, есть твердые звуки. Давайте мы с вами их определим сейчас. Значит, зеленым выделены мягкие гласные, синим выделены твердые гласные. Жіңішке дауысты дыбыс, жуан дауысты дыбыс. Какие же это гласные звуки? Е. 5 мягких гласных звуков. А, О, 4 твердых гласных звуков. Жіңішке дауысты дыбыс, жуан дауысты дыбыс. Запомнили, записали, выучили. Енді балалар, мынандай тапсырма. Первый ряд, второй ряд, третий ряд. В первом ряду у нас окончание м, н, с и с. Что же, куда же, каким же словам они добавляются? Посмотрите на вот эти слова. На какие звуки заканчиваются эти слова? Ну-ка, кто мне скажет? Правильно, это у нас мягкая гласная, потому что выделено красным шрифтом. Красным шрифтом у нас выделяются гласные. Зеленого цвета. Почему? Потому что она мягкая, да? Означает мягкость звука. Күртеше, куртка, пәлте, пальто, белдемше, юбка и алма. Посмотрите, слово алма у нас синим цветом. Значит, что он означает? Твердость звука означает. Хорошо. Теперь к первому столбику добавляется окончание
первого ряда. Смотрите, гласная прибавляет к себе окончание согласного. Күртешем в первом лице. Менің күртешем. Во втором лице. Пәлтең. Сенің пәлтең. В третьем лице, посмотрите, два варианта. Значит, мягкая форма прибавляется к мягкой форме. Белдемшесі. Твердая форма добавляется к твердой форме. Алмасы. Моя куртка, твое пальто, ее юбка, его яблоко. Запомнили, ребята? Переходим ко второму ряду окончаний. Посмотрите. Моен урагыш. Ш заканчивается на глухой звук. Шаш, шалбар. Заканчиваются они все на какие звуки? На глухие. Согласные. И слово шалбар на сонорное согласное. То есть слова, которые заканчиваются на согласные, добавляют окончание со второго ряда. Например, мойын урағышым, шашың, шалбары. Смотрите, гласные одного цвета. То есть, если в слове есть у нас гласные твердого значения, значит и в окончании должны быть твердого значения. Это гласные называются жуан. Твердые гласные. Жуан дауысты дыбыс. Менің мойын урағышым. Мой шарф. Сенің шашың. Твои волосы. Оның шалбары. Его брюки. Значит, посмотрите. Если слово заканчивается на согласное, то окончание обязательно начинается на гласную. Переходим к третьему ряду. Посмотрите, все выделены зеленым цветом. Значит, это гласные мягкого ряда. И эти гласные называются жіңішке дауысты дыбыс. Посмотрите, слова заканчиваются на гласную или на согласную? Правильно, на согласные звуки. Поэтому окончание у нас будет начинаться с гласного. Киім, киемім, моя одежда. Джемпер, джемперің, твой джемпер. Бет, беті, его лицо. Хорошо, ребята, посмотрите внимательно, запишите, зафиксируйте и запомните. Это тәуелдік жалғау, притяжательная форма окончаний. Я сейчас вам объяснила, в каких случаях добавляется какая форма данного окончания. Мягкая форма, твердая форма, форма после гласных. Хорошо, ребята, я надеюсь, все было понятно. Жазбаша жұмыс. 21 бет, 3 тапсырма. Давайте теперь немножко потренируемся, и вы выполните данное задание на 21 странице, 3 упражнение. Обращая на слово и на последнюю букву гласную, мягкую, твердую, вспоминая правила, которые только что я вам объяснила, вы должны правильно добавить окончание притяжательной формы. Тәуелдік жалғау. Хорошо, ребята, если все понятно, барлығы түсінікті болса, тапсырманы орындаймыз. Сау болыңдар, балалар.